Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 21 сентября 2022 года, 21:00 по Берлину и 22 по Джохару. Друзья, приветствую вас. Сегодня мы проведем не очень длинный, неполноценный, неполный стрим. Где-то, может быть, минут 40, час, как получится. Я бы хотел рассказать о ситуации. Всех приветствую, друзья. Ситуации, которая складывается во временно оккупированной, аннексированной, если признавать референдум, который был незаконным, Чеченской Республики. Первая группа чеченцев уже отправлена, набираются еще. Проходят разные акции, я вам сейчас это тоже все покажу. Прошу вас, особенно ночи шикбах, что у нас вайцадол хала шенху штега шегил информации. Хочу вас вы озвучите решун. Но пока вы собираетесь, я вам хочу немножко показать кое-что. Так, я вам покажу со своего фейсбука, со страницы. Итак, смотрите, это вчера ночью. Вот так выглядит российско-грузинская граница. Люди выезжают, они выезжали и так очень много, но вот с объявлением мобилизации, так называемой, народ пытается выехать в Грузию. Происходят протесты в Москве. Вот это данная фотографии из Москвы. Люди выходят на протесты, начинают митинговать. Я хочу сказать, что все, что им кажется, Путину, им, что они этой мобилизации чего добились, на самом деле они себя похоронили. Путин и банда ФСБ себя похоронили. С чем я вас всех поздравляю. Единственная проблема, то, что мы можем понести большие потери. Вот и все. А то, что конец это Путина, это однозначно. Данное короткое видео я вам покажу. Люди скандируют Путина в окопы. Это видео, по всей вероятности, снято в Санкт-Петербурге. Люди, молодежь выходит на протесты и скандирует Путина в окопы. Путина в окопы! 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 Так, за прошедшие сутки Генеральный штаб сообщает о 300 ликвидированных террористов, 11 танков, 24 бронированных машины, 17 артиллерийских систем. Ну и вот все остальное вы видите. 23 автомобиля техники и цистерн, 1 самолет, слава Господу нашему Богу и слава ЗСУ, которые уничтожают это. Петиция, которая была запущена еще в марте, сегодня набрала уже сотни, подписались сотни тысяч, буквально за сутки за этот день была подписана петиция. Эта петиция была запущена в марте этого года, в самом начале этой войны, и там было очень-очень мало подписантов. Несколько тысяч там набиралось. Вот тут кто-то пишет, ну, сейчас я покажу этот комментарий, где-то был он. Вот, так можно не особо подписывали, говорит, а теперь зашевелились. Да, теперь зашевелились. Телеграм, The Telegram сообщает, что мужчины бегут из России, чтобы избежать мобилизации. Все рейсы из России в соседние страны были распроданы в среду, поскольку русские пытались бежать от приказа о частной мобилизации 300 тысяч резервистов в армию, объявленного Владимиром Путиным. Страхи, что мужчинам боевого возраста не выпустят из страны, начали распространяться, поскольку российский президент приказал о призыве. Выступая перед журналистами в среду, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался сказать, закроет ли Россия границы для тех, кто подлежит мобилизации. Самый большой запрос, хит
в Гугле является запрос «Как сломать руку?». Как сломать руку. В Рунете по данным Google Trends появился новый хит запросов «Как сломать руку?». Люди пытаются всячески избежать. Новости с родины Шойгу, того самого министра нападения. Как быть получившему повестку владельцу бизнеса, на которого все завязано, и у которого обязательства его бизнеса покрыты его личными поручительствами Госбанк, и что только так кредитуют обычно. С обществом никто ни о чем договариваться по большому счету не собирается. Его, как и прежде, по самым судьбоносным вопросам будут просто ставить в известность о том, что ему суждено с такого-то дня жить в новой реальности. На ближайшие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и другие соседние страны, не требующие виз для въезда, закончились авиабилеты. На российско-монгольской границе наблюдается большой ажиотаж. В МАПП Кяхта собралось большое количество людей, выдвинувшихся в Монголию. Количество выезжающих быстро увеличивается. В Туве паника. Патриоты почему-то массово бегут к монгольской границе. Что случилось, непонятно, сообщается. Кстати говоря, Оливье Дюпюи, сын известного Дюпюи, который очень много сделал для чеченцев, поддерживал чеченцев. Сейчас Оливье Дюпюи поддерживает нас, как и его отец. Ну и не только нас, и Украину в первую очередь. Лучше поздно, чем никогда, пишет Оливье Дюпюи, чем никогда. Страны, которые отказываются встать на сторону Украины в войне против России, являются пособниками нового российского империализма. Президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Генассамблеи ООН. Понимаете, да? Тот самый Макрон, который так мило общался с террористом Путиным. Это уже Макрон говорит, уже до чего дошло. В случае, если же мобилизация, она уже объявлена, и уже войска, люди уже туда отправляются, без сомнения, скорее всего, в эту войну включатся страны НАТО. В первую очередь это может быть Польша и другие ближайшие страны. В случае нанесения ядерного удара России уже в Америке разрабатываются ответные меры, и России уже объявлено, что Америка, ранее это было не так уже неоднократно говорились, но сейчас уже говорилось, но сейчас это уже более конкретизировано, и ответный ядерный удар по России будет нанесен. В первую очередь, конечно же, это может быть Москва. Ну и немножко юмора. Папа, почему нас везут на фронт? Не знаю, сынок. Я политикой не интересуюсь. Вот какие такие вещи. Чтобы избежать мобилизации, я хочу сказать, нужно изменить место жительства, которое будет неизвестно властям, не пересекать блокпосты, патрули, границы и так далее. Будьте начеку. РЖД и Аэрофлот прекращают продажу билетов мужчинам от 18 до 65 без справки с военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу. Друзья, сейчас я вам покажу немножко видео самого объявления Путиным. Необходимо принять. Это займет парочку минут, друзья. Посмотрим на этого ублюдка. Считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно, для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть... Это наглая ложь. Никакой частичной мобилизации в законе нет. Людей будут забирать ровно до тех пор, пока им не будет нужно это мясо, человеческое мясо, которое они будут. Нету такого понятия частичная мобилизация. Это все ложь. Я вам сейчас позже, после этого видео, покажу еще Шойгу интервью.
тоже часть, небольшой фрагмент, где он там говорит, что срочников не будут, они остаются в тех местах, где служат и так далее. Это тоже наглая ложь. Они очень боятся этой мобилизации. Это шах и мат Путин, который поставил сам себе. Это конец России, это конец банды ФСБ и лично вот этого террориста. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил... Это наглая ложь, что в первую очередь тех, кто состоят в запасе. Призывают всех, у кого не хватает денег, откупиться. Служба в рядах вооруженных сил имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Ложь. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Ложь. Указ о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством... Видите, как он сидит? Это он показывает свою доминантность. Он вот так сел и показывает свою доминантность. На самом деле эта крыса очень боится. Это конец этой крысы. Об этом официально, письмами будут сегодня проинформированы Палата Федерального собрания, Совет Федерации и Государственная Дума. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус выплаты и все социальные гарантии военнослужащих. Социальные гарантии, выплаты и так далее, это все тоже ложь, потому что выжить в этой войне россиянам будет практически, особенно первых, кого сейчас посылают, практически невозможно. 100% гибель или ранение вот в этой вот первые волны, которые сейчас будут посылаться туда. Это нужно понимать. Это все ложь, обман и провокация, о которой нам говорит сейчас Путин. Сейчас я вам... Кстати говоря, очень важно напомнить, сегодня 21 сентября, когда Путин объявил всеобщую мобилизацию, фактически войну чеченскому народу, очередную войну, или продолжение той войны, которая есть, как верно отметил Хусейн Исханов. 22 сентября, с 21 на 22 сентября в подвале дома в городе Рязани по улице Новоселова 16/14 было обнаружено взрывное устройство. После того, как ФСБшники, которые заложили эту бомбу, были обнаружены и задержаны, 23 сентября русские начали бомбардировку Чеченской республики Ичкерия. Чтобы вы понимали, это снова, это был тот же Путин, это был тот же Патрушев, и они именно под эти дни, когда они в Рязани спалились, были пойманы с поличным, вот начали очередную войну. Это конец Путину, конец фашистской путинской России. Я сейчас вам покажу немножко те, кто служит Шойгу, который тоже нагло лжет, который военный преступник и должен нести ответственность. Те, кто служит по призыву, их это тоже не касается, они не подлежат никакой мобилизации. Всех тех, кто служит, не подлежат мобилизации. Наглая ложь, все срочники будут туда отправлены. В зону проведения специальной Не все, а которые им будут необходимы. Это все ложь. Военной операции, то есть наши призывники также продолжают служить, как и служили на территории Российской Федерации. Они очень боятся волнений, они боятся того, что народ бунт поднимет. Боятся, что срочники, которых будут отправлять, да, если сказать, что да, все срочники уезжают, они начнут бунтоваться. А если брать в каждой части этих срочников, загружать и говорить поехали, тогда этого никто не узнает. Конечно же, срочники будут отправляться. Тем более те срочники, которые прошли 3 месяца, 6 месяцев уже обучения, они будут лучше, чем на превью вы видели у меня фотографии, где стоят чеченские пацаны, которым там 20 лет, 23, 25 лет может быть, и которые, наверное,
с большей вероятностью, можно сказать, не имеют никакого опыта ведения боевых действий. Потому что у нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военные специальности, у нас их почти 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация, она так 1% или чуть больше. 1,1 может быть процент от общего мобилизационного ресурса. Он имеет в виду 1%, что им нужно 300 тысяч мяса. Ну да, им нужно 300 тысяч, с этим можно согласиться. Но эти 300 тысяч им нужны только на первое время. И он тут рассказывает сейчас, дальше он будет, что они не будут принимать участие в боях, они там где-то на занятых территориях будут и так далее. Наглая ложь. Они, Путин, Патрушев и вот этот Шойгу и все остальные террористы из ФСБ и ГРУ хотят завалить трупами. И их задача, уровень вот, у любой вещи, у любого человека, у любого государства есть предел прочности. Вот этот предел прочности у украинцев им нужно сломить. Им нужно посадить Зеленского за стол переговоров, чтобы с ними разговаривали, чтобы победа на поле боя не была убедительной и откровенной у Украины, со стороны Украины. Для этого они будут закидывать трупами. Они знают, что они не выиграют эту войну. Абсолютно точно. Это уже 100% они это знают. Они лучше нас это знают. Поэтому все, кто посылаются на эту войну, они нужны только лишь для того, чтобы Зеленский поговорил с ним. Именно об этом говорил Гудков, Геннадий Гудков, который предлагал заменить Путина на Патрушева, обращаясь к американцам, и сказал, что погибнут десятки тысяч людей и так далее, чтобы избежать этих жертв. Вот для того, чтобы и десятки, и сотни тысяч людей, чтобы не погибло, сядьте с нами за стол, они говорят. А в случае мы будем убивать. Украинцы не сядут за стол переговоров, пока не будет полная деоккупация их страны, и пока не будут наказаны виновные. Вот и после этого они начинают, для того, чтобы отвлечь внимание, чтобы не заострять внимание на этой мобилизации, они отвлекают внимание вот этими вбросами и ложью. Я призываю всех россиян, всех до единого, даже кто не подлежит призыву, всех женщин, стариков, всех выйти, проводить акции. И эти акции будут с каждым днем раскручиваться. Я призываю также всех в Европе здесь выходить к российским посольствам и требовать их прекратить преступную войну и преступную мобилизацию. Сама линия соприкосновения, можно называть ее линией фронта, можно линией соприкосновения, на больше 1000 километров. Естественно, то, что сзади и то, что там по этой линии, это надо закреплять, это надо, вот видите? Эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь именно для этого. И в первую очередь для этого. Ложь. Вот. Ложь. Он говорит, что они не будут воевать. В первую очередь, это он так говорит. Так, далее я вам хотел показать. Показав этих двух ублюдков, я обязан вам показать госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, который также высказался по этому поводу на украинском канале. Прокомментировал в своем выступлении на Генассамблее ООН намерение России аннексировать оккупированные территории посредством проведения так называемых референдумов. Он подчеркнул, что этот шаг и намерение мобилизировать еще большие резервы является вопиющим пренебрежением Кремлем принципов организации. Россия попирает такие понятия, прописанные в Хартии, как суверенитет, независимость, территориальная целостность, в том числе и посредством проведения этих псевдореферендумов и посредством захвата украинских территорий.
И неудивительно, что это происходит именно сейчас. В последнее время мы наблюдаем значительные успехи Украины в освобождении территорий, захваченных российскими войсками с начала агрессии в феврале 2014 года. И в это же время Россия терпит серьезное поражение на поле боя действиями Российской Федерации в Украине, а также последствиями, которые могут ощущать многие страны по всему миру, глубоко озабочены даже некоторые ближайшие партнеры Кремля. Поэтому отмечу, что бутафорский референдум и возможная мобилизация дополнительных сил – это не признак силы. Наоборот, это признак слабости, это признак провала России. Именно так. Это полный провал России. Ну и теперь, конечно же, возвращаясь к подхолопному Мюжги Кадырову, покажу вам немножко Кадырова. Буду читать, чтобы, так как не все вам будет видно, здесь есть титры, это канал. Клянусь Аллахом, недостатков имани, вере в Аллаха, и мало чеченского у того, кто не хочет выходить и сражаться против Украины. Просто здесь комментировать, я думаю, излишне. Если они, будь то мужчины или женщины, не хотят выходить и трудиться на этом пути, противостоять этому злу и сражаться против него, чтобы защитить наше государство, то есть его Россию, то, клянусь Аллахом, они не настоящие чеченцы, и у них недостаток имана. Такой человек сам должен подумать о своем положении, взглянуть на себя в зеркало и послушать себя. Вся проблема в том, что Кадырову нужно выжить. И он выполнит любой приказ. Он абсолютно не чеченец, никакого к чеченскости отношения этот мерзавец и подонок не имеет. Ну, давайте дальше. Этот призывает нас воевать. Давайте послушаем, что говорит его отец. Давайте послушаем, что говорит его отец. И снова нас убивали, и снова нас убивали, и сейчас нас убивают. Почему мы всегда воюем? Вот так говорил этот подонок и мерзавец, который уже отвечает за все свои грехи перед Господом. Так, следующее видео. Нужно сообщить здесь, что первая реакция уже есть. Женщины, люди начали выходить на акции протеста. Это все законно. Каждый имеет право. Такого не быть права просто не может, потому что человек уходит на войну. На Россию никто не напал, даже если посчитать, что Чеченская республика является Россией, и эти граждане России. На Россию никто не нападал. Россия напала на Украину, Россия 8 лет ведет войну против Украины. И вот уже сейчас она ведет активную войну, где уже у нее погибло более 50 тысяч ее вот этих террористов. И, соответственно, около 100-150 тысяч получили ранения. То есть вся группировка, которая зашла, и еще мобилизованные из ЛНР и ДНР, так называемых, эти люди также оказались уничтоженными или убитыми. И сейчас они вот начали уже нас забирать. И люди, женщины вышли. Давайте посмотрим еще одно видео, где Кадыров признается, но он опять говорит, что это их не так много и так далее. Я буду переводить. Республики тоже, вышли,
15-20 женщин, из них это тоже ложь, людей, которые их дети, но находятся на территории СВО, до труда Украины, которые проводят специальные операции. И мы изначально сказали, что единственного сына мы не будем брать на спецоперации. Так как получилось, не знаю, двое из них единственные сыновья. И еще одна женщина, она услышала призыв, она решила... Ну, здесь он рассказывает, это больше я его не показываю, он рассказывает, что вышли 15 женщин, это ложь, вышло намного больше, выйдет еще больше. Более того, я призываю всех, не только чеченцев Чеченской Республики, но и на Кавказе, и по всей России, полностью отказаться, выходить на работу, выполнять акт гражданского неповиновения, акт национального неповиновения. Люди должны полностью перестать работать, полностью выходить на улице, кто может выходить, особенно женщины, которые не подлежат призыву. И вот он говорит, что, вот, как вы слышали, что единственных детей не забирают, но так получилось, что только началась эта мобилизация, и уже они забрали у две матери, как минимум, если верить его словам, что тоже, конечно же, подвергаем сомнению, потому что их могло быть больше, что уже две женщины, как минимум, сказали, что это единственный сын. Всячески они хотят смягчить, сказать, что призывников не пошлют. Но глупо, да, как не послать призывников, которые уже обучены, молодые, с оружием, экипированы и так далее. Ложь, абсолютно наглая ложь. Это также лжет, говорит, всего 15 вышло, всего было две женщины. И тем самым они хотят, вот эти, у кого единственный сын, чтобы они не выходили, вот такого, разбить людей они хотят. Нужно консолидироваться, даже ни одного ребенка, если нет. Не то, что сына, вообще детей нет, все должны выходить. И это касается, к большому сожалению, касается это женщин. Женщины должны себя сейчас взять в руки и показать. Аккуратно, не насильственно, аккуратненько, чтобы это минимизировать агрессию, минимизировать конфликтную ситуацию. И, конечно же, всех своих мужчин спрятать по разным адресам. Это обязательно нужно сделать. Так, еще я вам хотел показать. Вот еще одно видео. Легко, говорит, отправлять людей. Садам! Весь населенный пункт Мескер-Ойл уезжает, говорит. Пока! Вот такие вот дела происходят. Призывали нас, обманывали нас, защищавших свою страну людей, чтобы их народ не поддерживал. Давайте жить, давайте созидать и так далее, и так далее. И теперь, когда Путину и Патрушеву нужно, ФСБ нужно, ГРУ нужно, теперь они посылают без зазрения совести, называя, и вы не мусульмане и не чеченцы. Вы фактически, он за то, что мы не хотим выполнять приказ тех, кто нас вчера убивал, наших отцов, матерей, сестер, вот этих людей, теперь ради них мы должны воевать только лишь для того, чтобы с ними сели за стол переговоров. Я призываю еще раз всех, кого туда насильно отправляют, и чеченцев, и ингушей, и дагестанцев, и всех, кого будут призывать. Ни в коем случае не идите на это. Пускай вас забирают, пускай вас сажают. Вы имеете право не брать в руки оружие. Но если вас все-таки взяли, действуйте. Если вы окажетесь на территории Украины, берите этого командира с собой и переходите
Все, целиком, все переходите. Все, кто отказывается, решайте с ним вопрос на месте. Берите командира. Украинцам нужны будут командиры. Информация, технику, танки, оружие. Все захватывайте и переходите. Создавайте свои отряды. Те, кто уже уехал туда, я говорю. Это будет дальше продолжаться. Мы дальше будем оповещать. Телефоны под каждым моим видео я буду оставлять, куда вы можете позвонить. И если вам нужно перейти на сторону Украины, сдаться, вы можете позвонить и сдаться, и сообщить. Мы знаем, что они очень боятся таких людей. И недавно сейчас были, уже давно, правда, и чеченцы насильно мобилизуются. Такие принудительно, добровольно-принудительно, так сказать, да, чисто по-русски, по-российски. Вот эти люди забирались, и сейчас и зэки уже забирались. Зэки уже сдаются. Зэки, которые по 10, 15, 20 лет имели сроки, эти люди сразу же в первом же боестолкновении переходят. Но проблема в том, да, не думайте, что это будет легко. Проблема в том, что противники друг друга не видят. Украинцы наносят удары за 70, за 80, за 50 километров, за 100 километров наносятся удары. Оружия очень много и еще больше будет. Вообще не сомневайтесь в этом. Еще больше и больше этого оружия будет у украинцев. Украинцы очень мотивированы. Они абсолютно, они уже побороли этот момент страха, волнения. Они почувствовали вкус победы. Они очень мотивированы. Весь мир за Украину. И вы никогда не выиграете эту войну. Никогда. Единственное, что может произойти, это Путин может прожить чуть дольше или вынудить, побольше убив украинцев, на 100 засланных россиянцев, если даже погибнет один украинец, Путина это устраивает. Пускай будет убито 10 миллионов россиян, но для этого будет убито 100 тысяч украинцев. Это устраивает Путина. Понимаете? Вот какая ситуация. Потому что 100 тысяч это может оказаться пределом прочности Украины. Зеленского, например, Залужного, например. В чем я, конечно, сомневаюсь. Но даже он на это идет. Это абсолютно проигрышная война. Изначально она была проигрышная. Путин сам себя загнал. Это тупой ублюдок, который не может просчитать. Алчный, тупой ублюдок, который 2 шага не может просчитать. Он видит сыр в мышеловке, он видит деньги и готов убивать всех вокруг. Так он пришел к власти. Так он, взорвав вас, русские, пришел к власти, обвинив в этом нас. И уничтожив 300 тысяч за 2 войны. И почувствовали вкус крови, силу, величие. Такие мижги, как Кадыров, которые пошли на услужение вот этому мерзавцу и подонку вашей фашистской России. И они подумали, чеченцы у нас уже к ноге. Помните, Собчак и как ее из Нового Милашина, из Новой газеты, сидят и говорят, да, чеченцы уже другие. Вы знаете, что она имела в виду? Теперь я обращаюсь к чеченцам. Она имела в виду то, что мы все стали ваххабитами, которые ничего не понимают, которые отпустили бороды. Одна группа, которыми управляют те же спецслужбы. Одна группа такая, а другая группа тоже с такими. Они одинаковые. Что эти, что кадыровцы, которых полностью управляют то же самое кадыровцы. Как они управляли суфистами свое и до сих пор управляют. И сейчас они управляют вот этими ваххабистами так называемыми. Я не говорю о последователях в целом. Я говорю о руководстве, которое есть и в ваххабистах, и в этих суфистах, которые к себе относятся Кадыров. Они фактически ничем друг от друга не отличаются. Вот какая ситуация разворачивается на наших глазах. Все понесут ответственность. Друзья, запомните это. Все понесут ответственность за все содеянное. Я перехожу к вашим вопросам, друзья. Так. Так, друзья, перехожу к вашему вопросу. Салам алейкум, приветствую. Алейкум салам, аду, машвой.
Залужный сказал, нам все равно на мобилизацию, уничтожим любого, кто придет с оружием в руках на нашу землю. Украинцы могут себе позволить так говорить. У них огромное количество оружия. И ленд-лиз еще не начался. И этот ленд-лиз Гарри Табах активно добивается, там у них идут споры, там свои какие-то политические республиканцы, демократы между собой, там у них идут жаркие дебаты и так далее. Но сегодня я смотрел сенатора американского, который сказал, что Украине будут поставлены самолеты F-16. Но это не просто самолеты с пилотом, это целая система на земле. Да, ведь он так и говорит, там, один пилот, там, два пилота, это еще не все, там целая команда, которая должна и обучена быть, и должна быть целая там инфраструктура для этих самолетов. Все, господа, Украина ушла навеки от фашистской России. Никогда она больше не проиграет. Никогда она уже не будет с Россией. И России придется отвечать. А вы зазря погибнете. Без каких-либо перспектив выжить или остаться в живых. Ассаламу алейкум. Сколько им осталось? Месяц, два и дальше хуже и хуже по наклонной. Неизвестно, алейкум салам, сколько осталось. Но дела очень плохие. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Сколько надо еще нам терпеть? Может, хватит? Алейкум, Маш ой, Аслан. Ой, леди Маш. Так, взбесившийся звереныш. Абсолютно. Бешеный зверь. Хамзат Гилай, Маш ой. Я уверен на 100%, что Украина победит, Россия падет. Да, это неизбежно Украина победит. Не может Украина не победить, понимаете? Если Украина не побеждает, проигрывает не одна Украина. Проигрывает и Англия, и Великобритания, и Соединенные Штаты, и Европа. А Англия и Соединенные Штаты не проигрывают войны. Это нужно, по крайней мере, последний век и ближайший еще век, я думаю, я уверен, они больше не будут проигрывать войн. Ну, не будем загадывать, но, по крайней мере, эту войну они не проиграют. Потому что цивилизация, которую построили англосаксы, она не может просто проиграть, понимаете? Каким-то бешеным зверям, которые не имеют ничего, кроме хватать, брать, воровать, пилить, убивать, грабить. Это просто дикари, это варвары. Это цивилизация и варвары. Когда-нибудь варвары могут победить цивилизацию, если эта цивилизация находится в упадке. А эта цивилизация на своем взлете находится. Американская цивилизация, англосаксонская. Пока чеченцы будут сидеть тихо, но как только сегодняшний этап начнут возвращать в пакета, вот тогда, может быть, мы выйдем на протест. Но для этих детей будет поздно. Нет, не будут сидеть чеченцы, и россияне не будут сидеть. Все началось уже, все. Путин сам себе выстрелил в висок. Смотрящий Грузия исполняет приказы из Кремля. Так, это говорит Тойзен Машуоль. Кубик Рубик. Правда, приказ лорда поступил с утра в группы WhatsApp чиновников, начальников полиции и глав городов и сел Чечни. Да, Кубик Рубик. Каждый населенный пункт обязан выставить 100 человек. 100 человек обязаны. У нас более 400 населенных пунктов, это, грубо говоря, 40 тысяч мы должны выставить. Значит, 40 тысяч человек мы должны просто дать уничтожить. Тогда лучше эти 40 тысяч будут сражаться за свою землю и погибнут. Единственная проблема: нет оружия, нету координации, нету командования, нету руководства, нет финансов. Поэтому будем потихонечку все разъяснять нашим людям. Умар Али, ассаламу алейкум, Асан. Тут приходят голосовые, типа война закончилась, то есть кадыровские прихвостни распространяют эти фейки, по-моему. Ва алейкум ассалам, Умар Али. Нет, война не закончилась. Зеленский не... Я слышал эти сообщения, уже несколько этих сообщений, и в том числе и от женщин. Я слышал, что война закончилась, что Зеленский с Путиным договорились и так далее. Это неправда. Не верьте, абсолютно это не так. Это они успокаивают. Призывников не будем забирать. Одного сына не будем забирать. Там всего лишь 100 человек надо. Будут забирать всех. Просто это делается, варить лягушку на медленном огне называется. Лягушка кладется в воду, включается огонь и потихонечку она варится.
и она погибает, не понимая, что ее варят. Вот этот метод они используют. Никто не будет русскими договариваться. Ни Залужный, ни Зеленский. Это два человека, которые принимают решения вот в этом деле. Первый, конечно, Зеленский. И никто не собирается даже близко разговаривать с Путиным и войну останавливать. Война остановится, когда русские потерпят поражение. Это однозначно уже было неоднократно заявлено. Сюрди Куль Масера, Салам Маршал, Думасерга, доброго времени суток, Маршал Фрея, свободный гражданин Шавига Машвой. Я знаю, что я не прав, но нашему народу придется пролить еще кровь, чтобы до конца до всех дошло. Иначе никак. Только так мы очистимся от Ахмад Силы и другой ереси среди нашего народа. Далт има кач дойлки, то есть далт има кач дойла. Так, тера леттек хилчам хуг летер дар тва. Тера леттек хилчам хуа летер дар тва. Так, это уже по видео, по тем видео про Украину. Я еще до сих пор жду вашего ответа. Да, Лид, я только сегодня зашел вам ответить. И мне позвонили, я отвлекся. Я видел ваше сообщение, короткое небольшое сообщение, где ко мне вы, Аслан Арцуев, обращаетесь. И я вам отвечу сегодня же. Извините, ради Бога. Моя вина. Так. Аслан, командиры, конечно, будут крашники, и они сразу сдадут русским или убьют, как только узнают, что кто-то хочет сдаться. Даже за мысль такую, о таких тисках мы оказались благодаря Ахмад Силе. Да, но никто не должен шедегархайт мегардачу. Цхана сыг шедегархайт мегардачу. Цхан юртарна ошам бойш мабуй мелмелухуш. Вот үш шайнюк ал мегарду, а ойш вочунга цханнига дегархайт мегардачу. Гарри Табах за Трампа, я его не поддерживаю. Байден, конечно, тот еще, но он делает больше для Украины. Ну, это уже... Главное, нужно поддерживать Гарри Табаха. А то, что они, это чисто американские дела, это сугубо их личное дело. Украинцы сидят в уютной комнате, будут уничтожать всех, кто придет на их землю. Да, Хамзат, именно так. Пусть нас останется хоть сотни ночи, но среди нас не будет Мюшги Ленч. Да, лердуар хвай, $1000 ук. Так, чуваш, так, русский медведь в капкане, волки и орлы Кавказа, ирбисы Татарстана и Башкирии, объединяйтесь, обретете независимость, чего желали ваши предки. В воздухе чувствуется запах большой войны. Да, именно так. Я так, это уже было, Лида, я вам отвечу. Тимирханов, Тезия Долчхайна, Мелверг, Гайтнир, Тезия Гулмабель, Хинз Оутери Шея, Хомдя. Да, Оутер Бу, Дик Некхерду. Ца проблема ячун. Путин себе сам в висок выстрелил этой мобилизации. В России начнется сейчас глобальный конфликт, глобальные процессы. Да, мула. Будут всех призывать. Да, будут всех призывать. И все это ложь и фигня полная, что они его несут. Не верьте ни одному слову. Мы много месяцев вам говорили, будет мобилизация, выезжайте из республики. Теперь поверьте, они лгут. Всех будут забирать. Всех, кого только смогут. Не верьте ни одному их слову. Их задача успокоить народ, обмануть народ, избежать волнений, потому что их меньше 1%. Понимаете? Зеленский перед выборами говорил, я войну закончу. Походу он в самом деле войну закончит победой. Да, Аква, именно так и будет. Украинцы могут себе позволить, лежа под одеялом, попивая горячий шоколад, с помощью телефона направлять ракеты на километры и гасить орков. Наши братья капитальные красавцы. Да, именно так. Евгений, сейчас сыновья депутатов Госдумы как один на фронт пойдут. Дочери Путина и Айшат Кадырова тоже на фронт санитарками. Будут раненым искусственное дыхание делать и так далее. Куда-то. Да, Евгений, пойдут. Да.
Да, Лид, я напишу вам. Я не понимаю, как можно ночью хоть на секунду можешь себе позволить становиться в ряды русских? Как можно забыть столько убитых наших сестер и братьев? К большому сожалению, как мы видим, может. Низба асам. Ойваз боуш бу иштаган. Акан уже машин чудеч. Да хуйгар дуцер вай беш машин чудеч. Да хуйгар нуай кара дуи сурт от $30. Хватит бояться, нас много, мы не должны ждать, пока кто-то. Да, абсолютно верно, Кубик. Сейчас вся Россия будет вставать. Ведь забирают не только чеченцев, забирают и дагестанцев, и ингушей, и кабардинцев, и карачаевцев, и русских, и татар. Все будут вставать, все. Поэтому нужно об этом говорить, заявлять. В первую очередь это должен быть большой протест матерей всей России. Нельзя сидеть безучастно. Всех заберут. Всех. Понимаете? Ассаламу алейкум, шалом витаю. Шалом витаю, Евгений. Салам. США передадут Украине сотни дронов Камикадзе Switchblade 600. Они бьют на 40 километров по танкам, как джавелины. Уже Алмат, уже передали, уже используют. Уже эта техника уничтожается. Хамзат, мы тут все так. США сказали военные, что уничтожат Черноморский флот Рашки, если они посмеют ядерное оружие применить по Украине. НАТО включится в эту войну. Если сейчас будет мобилизация началась, сейчас проблемы украинцев, если начинаются, автоматически включаются страны НАТО. И русские очень грозились ядерным ударом, что они воюют там со странами НАТО и так далее. Вот сейчас они узнают, как воюют страны НАТО. Отправят ли в Украину личную армию Кадырова? У Кадырова нет личной армии, но вот эти все мерзавцы, они останутся для того, чтобы мобилизовать людей. И потом их и тоже отправят. Как это было в 1944 году, когда всех наших мужчин отправили на фронт, а подхолопных потом отправили следом в ссылку. Они помогали нас выселять. В 1941-м все ушли на фронт, в 1944-м женщин, детей, стариков выслали. И потом и эти подхолопные помогали им нас уничтожать. И их отправили вслед. Пашара, хе даиец нацер. Дела фрея, хе даиец ума мадацер тига. Цакита ума мадацер. Шейн динак цахуш мабацер и нохчи. Таган ашей сагвиняри, ашей саганум диняри. Сун кела хуйшинца, кела ажза саде ашхир бариш. سون تاتشم بیخ باش ات مشگی چویچ ما ات دیت قوی ایز هما داتر دایخ کن دا изваж ол. Аслан, кто-то удаляет комментарии. Да, Эд, приветствую тебя. Я не знаю, кто удаляет. Я не вижу, что кто-то удаляет. Ты видишь? Ассаламу алейкум, народ. Пока спит, отец мне в детстве говорил, собака начинает плавать, когда под хвост вода подступает. Алейкум ассалам. Да? США еще должны передать самолеты А-10 Thunderbolt. Так, Вольф, ты опять со своим спамом. Ты очень смешной, очень интересный парень и так далее. Но мы говорим серьезные вещи, поэтому я тебя снова забаню. У тебя этих 500 этих ников. Пожалуйста, если ты пишешь сюда, ты уже просто достал. Пожалуйста, пиши нормальные вещи. Не пиши бред, не пиши спам. Так, друзья, я на этом свой стрим закончу. Так, сейчас отвечу Эду. Я не вижу, но свои комментарии не вижу. Эд, это там наверху есть интересные сообщения и чат. Поменяй вот полностью на чат. Не интересный, а на чат. И тогда ты все комментарии будешь видеть. Thunderbolt.
Когда Советский Союз зарождался, Советы использовали также подколопно, а потом уже после восстановления СССР их начали вешать и расстреливать. Вот это и кадыровцев ждет. Да, 100%. 100%. Они не нужны вообще никак. Через месяц они включат заднюю и начнут торговаться. Ну, этот месяц будут огромные потери просто. Огромные потери среди россиян и, конечно, соответственно, украинцев. Вот чего мы хотели избежать. Но террорист Путин и все, кто готов был терпеть его, они привели нас к этой ситуации. Друзья, я на этом свой стрим сегодняшний заканчиваю. Я буду выходить каждый день, буду каждый день вам рассказывать новости по мере возможности, что происходит. Если есть какая-то информация, требуется от меня информация или какая-то помощь, пишите, распространяйте эти видео, наши стримы, распространяйте везде.